Если вы начинаете планировать свой отдых и пока еще не можете определиться с местом, обязательно возьмите на заметку Севастополь. Севастополь называют городом-музеем под открытым небом. Здесь находятся сотни памятников и исторических достопримечательностей. Ну а мы отправимся чуть дальше в пригород, а именно к развалинам древней крепости. Крепость Чембала построена итальянцами предположительно в XIV веке на горе Кастрон. К сожалению, ее останки не в лучшем виде. Крепость состояла из 8 оборонительных башен. Хоть крепость и была практически неприступной, однако многочисленные войны, осады и захваты разрушили большую часть древнего строения. Но подняться сюда однозначно стоит. Давайте просто полюбуемся местными видами. Именно отсюда открывается прекрасный вид на крымское Монте-Карло. Да-да, сравнение не случайно. В Балаклаве очень много яхт, что многим напоминает пейзажи известного европейского города. В Балаклаве также есть уникальное подземное сооружение, построенное в 50-е годы прошлого века. В горе Таврос был вырыт подземный завод для советских подводных лодок, к которому вел скрытый от посторонних глаз канал. Это была сверхсекретная база подводного флота СССР, из-за чего город был закрыт для рядового туриста. Но с 90-х годов по известным причинам все изменилось. Возвращаемся в путь и держим курс на Ялту. В дороге скучать не придется, так как пейзажи не дадут этого сделать. Ближе к побережью дорога идет мимо нависающих скал. Сказать, что тут красиво, ничего не сказать. Погуляем по Ялте. В Ялте огромное количество мест, куда можно сходить. Различные дворцы, достопримечательности. Но мы пошли по заброшкам. Недострой, а мог бы быть шикарным отелем с видом на море. Не забраться туда мы просто не могли. Посмотрите, какой шикарный вид!
Немного пробок, и мы уже в пригороде. Полюбуемся напоследок красотами и домой. Напишите в комментариях, были ли вы в Крыму и куда еще стоит съездить. Спасибо за внимание.